Эми кийинки спикерибизди чакыралы. Билесиңер, соңку күндөрү, соңку убакта ушул экология олуттуу көйгөйгө айланды Кыргызстанда. Дүйнөдө дегеле мына абанын булганышынан миллиондогон адамдардын көз жумары расмий статистикаларда айтылып атат. Анын ичинде бул проблемадан ушул Бишкек Кыргызстандагы четте калган жок. Ушул экологиялык көйгөйлөр менен алышып келаткан өкмөткө бир экология үчүн маанилүү маалыматтардын базасын түзүүнү сунуштап жатат биздин жаш активист кызыбыз Гүлшара Манапова. Чакырабыз. Гүлшара Манапова 24 жашта. Кыргызстандын президентинин алдындагы башкаруу академиясынын бүтүрүүчүсү, адистиги боюнча менеджер. Гүлшара 1 жылдай массалык маалымат каражаттарында журналист катары өсүү сынаган. Ушул тапта Кыргызстандагы жаштар экологиялык кыймылы Мувгрин деп бекитилет. Мувгрин Бишкектеги экологиялык абалды көзөмөлгө алып, экодемилгелер боюнча окутууларды өтүп келет. Гүлшаранын кыялы Бишкекте жашаганга жагымдуу, таза шаар катары келечекти көрүү. Доброе утро. Свою речь я бы хотела начать с маленького эксперимента. Для этого попрошу всех зажать рот и нос и не дышать 10 секунд. Тяжело, да? На самом деле без воздуха человек сможет прожить всего 5 минут. Для всех живых существ на Земле, и в первую очередь для человека, воздух самое необходимое, потому что мы живем воздухом, мы дышим этим воздухом, который дает нам жизнь, дает рост и развитие для нашего организма. На самом деле это важнее политики, экономики и личного комфорта. Без воздуха нет смысла жить. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 12-й кыргызстанец страдает легочными заболеваниями, таких как астма, бронхит и рак легких. Каждый год 7 миллионов людей преждевременно погибают из-за загрязненного воздуха. На самом деле это ужасные показатели. И представьте комнату, серую, грязную, полную выхлопных газов и пыли. Кто-нибудь бы зашел в эту комнату? Никто бы не зашел, верно? Представьте город под толстым слоем смога, который мы видим, который мы ощущаем, но который многие еще не признали. Мы дышим невидимыми, но опасными, твердыми частицами, пылью, газами, которые медленно и тихо отравляют наш организм, сокращая нашу жизнь. Я более 10 лет живу в центре города, где постоянные стройки, ужасный трафик. И стоя на остановке, ожидая свою маршрутку, я начала замечать за собой ужасный кашель. Именно аллергический кашель. Но я люблю город, в котором я живу. Здесь живут мои родные, здесь живут мои родители, друзья. И в будущем я хочу здесь создать свою семью. Хочу вырастить детей, своих детей. И для этого именно сегодня я хочу создать для них благоприятные условия. Обезопасить наши улицы и дороги. Хочу повысить качество жизни в нашем городе и в нашей стране. Чтобы увидеть невидимые проблемы и бороться с этими проблемами, нам нужно их увидеть. Что нам для этого нужно? Нам нужно провести анализ качества воздуха. Нужно закупить датчики, которые будут проверять, чем мы дышим, что именно отравляет нашу жизнь, который разобьет на мелкие частицы, твердые частицы, на пыль и газы. И потом в будущем мы сможем с этим бороться. Нужно провести анализ, почему именно на некоторых улицах города такая большая загруженность, и разгрузить эти улицы. Проверить, почему на некоторых улицах города так небезопасно ходить, и обезопасить эти улицы. Мы можем помочь городу и можем помочь государственной власти в решении некоторых проблем. У нас для этого есть навыки, у нас есть знания, есть ресурсы. И все, что нам сегодня необходимо, это открытые данные. Больше данных. Чем больше данных будет, тем больше проблем мы сможем решить. Спасибо большое. Чоң рахмат, Гүлшара сизге абдан актуалдуу маселени, анан конкреттүү сунуш айтты.